Каждое утро по этой тропинке тороплюсь на работу в школу, к детям. С собой обязательно беру фотоаппарат. Хочется навечно запечатлеть красоту любимого края. Стараюсь приходить в школу раньше детей. Я должна их встретить, выслушать, а когда нужно, и помочь. А пока и в школьном дворе, и в школьном саду, и в школе, и в коридоре, и в классе тихо. Но через несколько минут школа наполнится детскими голосами. Начнется урок, и мы отправимся с ними в мир знаний. Узнаем много интересного. Где жили предки чувашского народа? Кто открыл первую чувашскую школу? Сколько падежей в чувашском языке? Сколько частей речи? Кто написал повесть Саламби? Кто является первым классиком чувашской литературы? Кто написал поэму Нарспи? Кто такие Нарспи и Сетнер? Вспомним обряды и традиции чувашского народа. Будем водить хороводы и петь чувашские песни. Печугын чинумай икень, тук печук, это вы гуши буладын, киле жедени? Киле жедем, это мама вы гуши зыдак, я бы себя перфалла, за баранка. Ну и шапула. А здесь ламчей, а за пяти иксемер, сураки дебит на аэромат. Шоро, суза зужюки, сылама сывла, что хват. Чувашский народ всегда славился гостеприимством, и наша школа всегда встречает гостей хлебом и солью, песнями и танцами.
гордаться юхре, маны шамрак эмерде, ташты жива юхре, живе, шим гордаться юхре, маны шамрак эмерде, ташты жива юхре. Мы любим нашу родную школу, бережем ее. Она просторная, светлая, уютная, красивая, оформлена в национальном колорите. Результат моего труда – успехи и достижения учеников, признание и уважение.